Новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Якутия заняла 7-ю позицию в национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам 2019 года. На первом месте Москва, на втором Ханты-Мансийский автономный округ, на третьем Тамбовская область. Далее следует Республика Татарстан, Архангельская, Смоленская области, Якутия, Чувашия, Республика Крым и Саратовская область. Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, анализирующим российский рынок государственных и корпоративных закупок. Он существует с 2006 года. В этом году в Якутии планируется добыть более 34 тонн золота, что превысит исторический максимум Советского Союза. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в ходе ежегодного послания парламенту республики. Так, по его словам, выход на проектную мощность месторождений Дражная, Рябиновая и Гроз позволил республике закрепиться в тройке лидеров России по добыче золота. Кроме того, отметку 18 миллионов тонн превысили предприятия угледобычи. Специальные арктические разделы включили во все 14 госпрограмм Якутии. Их финансирование составляет 5,5 миллиардов рублей на 2020 год. Об этом также заявил глава региона в своем послании. Объемы финансирования госпрограмм до конца 2024 года составят 35 миллиардов рублей. В предстоящие 5 лет из аварийных домов в Арктике будет переселено 8,5 тысяч человек. Повысить качество оказываемых медуслуг и снизить смертность населения в северных районах Якутии позволит новый порядок финансирования первичного звена здравоохранения в отдаленных районах Арктики. Проблемы арктических больниц в первую очередь связаны с их изолированностью и отдаленностью. Более чем в 200 населенных пунктах Якутии оказание экстренной медицинской помощи возможно только с использованием санавиации, водного транспорта или только по зимнику. С учетом остроты проблем назрела необходимость создания отдельного блока арктической медицины с принятием нормативной базы, учитывающей особенности организации медицинской помощи в труднодоступных районах Якутии. Якутия предоставит каждому ветерану Великой Отечественной войны к юбилею Победы в 2020 году единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Во всех городах и селах будут обновлены мемориалы павшим воинам и проведена поисковая работа. О воинах-уроженцах Якутии будут сняты фильмы и изданы книги. Проекты общественного развития, поданные через интернет-портал OneClick Якутия, получат около 130 миллионов рублей грантовой поддержки. Об этом также заявил Айсен Николаев в ежегодном послании Илтумену. Так, в единый фонд будут объединены 20 грантов, которые сейчас находятся в ведении 6 министерств. Информационной платформой станет портал OneClick Якутия, на котором можно будет подавать заявки и публиковать отчеты. Это повысит открытость и прозрачность грантов, расширит общественный контроль. На портале OneClick Якутия, который будет запущен до конца года, введут также модуль общественного мониторинга экологической ситуации на местах. Наблюдательный совет Алроса утвердил стратегию развития аграночного комплекса на следующие 3 года и планы интеграции «Кристалла» в группу компании Алроса. В состав группы входят гранильные предприятия, филиал «Бриллианты Алроса» в Москве, «Бриллианты Алроса» в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске. Компания выкупила завод у государства в октябре 2019 года. Отмечается, что на долю этих гранильных предприятий приходится более 60% всей российской огранки. Обработку алмазов, фантазийных цветов и крупных бесцветных алмазов планируется сосредоточить в Москве. Обработка бесцветных алмазов от 1 до 10 карат на начальных этапах интеграционного проекта будет перемещена в Смоленск. Обработку алмазов мелких размеров планируется распределить между производственными площадками в Барнауле и Смоленске. Общий объем обработки будет составлять более 200 тысяч карат алмазов. Компания Алроса, Tencent и Everledger запустили меню-программу WeChat для китайского ритейла, который позволяет покупать бриллианты с максимально прозрачной информацией об их происхождении и характеристиках на основе технологии блокчейн. Новая мини-программа будет предлагать бриллианты производства Алроса и позволит полностью прослеживать путь драгоценного камня от места добычи до конечного потребителя. Приложение предложит в качестве продукта без бренда тем ювелирам и ритейлерам в Китае, которые хотят донести до покупателей подробную историю происхождения своей продукции. Таким образом, покупка ювелирного изделия станет более прозрачной и удобной для потребителя и онлайн, и офлайн. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.